Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. В студии Алиса Шамба. Добрый вечер. Соглашение о совместном информационно-координационном центре МВД Абхазии и России подписали сегодня в Сочи. Главная цель информационно-координационного центра – осуществление задач по организации обмена оперативно значимой информацией между правоохранительными органами Республики Абхазия и Российской Федерации. Сюжет подготовлен на основе материалов отдела информации Министерства внутренних дел Абхазии. Соглашение о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел подписали МВД Абхазии и России. Главная цель центра – координация деятельности двух стран по противодействию организованной преступности и другим опасным видам преступлений. Сегодня мы на выходе имеем сбалансированный проект, который действительно соответствует своему названию информационного координационного центра. Абхазская сторона со своей стороны сделает все, потому что первым долгом этот центр необходим нам. В дальнейшем, когда уже начнет полноценно работать информационный центр, мы через этот центр будем, как говорится, влиять на многие процессы. В основе работы ИКЦ заложены принципы законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, суверенитета государства и невмешательства во внутренние дела стран-подписантов соглашения. Это очень важный документ. Работа над ним велась более 2 лет. Сегодня мы завершили. Материал полностью согласован на всех уровнях. Он крайне важен, потому что он открывает дорогу для полноценного сотрудничества в данной сфере с привлечением к нему всех институтов правоохранительных России и Абхазии. Согласно структуре ИКЦ, директор и его заместитель назначаются сроком на 3 года совместным решением Министерств внутренних дел двух государств. Руководители центра не могут быть представителями одного государства и назначаются поочередно от каждого государства по принципу ротации. Сотрудники, назначенные на штатные должности, прикомандировываются в соответствии с законодательством направляющего государства, составлением в кадрах МВД Абхазии и МВД России. Сария Смыр, Абхазское телевидение. 17 мая во второй половине дня появилось обращение группы депутатов парламента к президенту Рауля Хаджимба. Депутаты призывали главу государства и министра внутренних дел Аслана Кубахия отложить подписание соглашения по ИКЦ в связи с тем, что у значительной части депутатского корпуса нового созыва Народного собрания парламента Республики Абхазия имеются замечания и предложения по отдельным статьям проекта вышеназванного соглашения, говорится в тексте обращения. Наша съемочная группа решила узнать мнение другой части депутатов, не подписавших обращение к президенту. Подробности в материале Ренаты Шакая. Вот здесь написано, вот смотрите, основные задачи центра по организации обмена оперативно значимой информацией с правоохранительными органами Российской Федерации по формированию специализированного банка данных об организованных преступных сообществах, по сбору, обобщению и анализу информации в области с организованными преступными и иными опасными видами преступлений, которые вообще есть. И содействие по осуществлению международного розыска и выдачи лиц. Ни в коем разе эта организация нашими внутренними делами не будет заниматься. Видимо, немножко есть у людей мнение, что эта организация будет заниматься, работать вместе с Министерством внутренних дел внутри страны. Нет. Такого положения нет. Пусть откроют. И, вот я вам буквально зачитал. Более того, здесь есть по большому договору о том, что Российская Федерация должна оказать нам помощь в восстановлении Министерства внутренних дел и так далее. Я понимаю, что это должно было произойти в течение 6 месяцев, как было написано, не произошло. Но давайте так, я считаю, что не выкручиванием рук друг друга надо заниматься, но попросить, это же наш стратегический партнер, я думаю, что они пойдут, вот когда после подписания будет вопрос ратификации парламента, как он пройдет, это вы увидите, это депутаты будут голосовать, я за себя только могу
нести ответственность. Может, в этот период будет поставлен вопрос, и, видимо, будет и материально-техническое обеспечение улучшено. Мы за это должны поблагодарить, чтобы... Но нашими внутренними делами, говорится, заниматься мы должны. Если кто-то думает, что кто-то проедет и нам вопросы решит внутренние, это ошибочное мнение. Создание современного информационно-координационного центра на территории Абхазии было предусмотрено 10-й статьей договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией. С января 2015 года в Министерстве внутренних дел Абхазии рассмотрели несколько проектов положения об информационно-координационном центре. В результате этой работы полномочия ИКЦ были значительно сужены, а количество штатных единиц уменьшилось до 20 человек. Говоря о данном соглашении, депутат Народного собрания Батал Тапагу убежден, что документ не несет никакой опасности. Я лично для себя не обнаружил никакой опасности. И потом надо немножко понимать ситуацию. Вот здесь есть один момент, видимо, само положение совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел говорит о том, что это будут заниматься люди не внутренними нашими делами, а международными, связанными с терроризмом, с международными преступлениями и так далее. По поводу того, что вы сказали, оперативно-розыскная деятельность и так далее, нету этого здесь в законе. И вообще, почему мы должны говорить о том, чего нет? Сбор информации, анализ, планирование и координирование совместной деятельности против организованной преступности. Именно это основная задача ИКЦ, и другой быть не может, сказал депутат парламента Илья Гуния. По этому соглашению есть какие-то вопросы, на которые я для себя нашел ответы. Но для этого мне пришлось поговорить с юристами, с международниками. Но говорить, что сегодня у нас есть часть депутатов, которые являются патриотами и не хотят, чтобы страна скатилась, а другая часть, мы выглядим как предатели своей родины, или мы ее не любим. Сегодня у нас очень большая проблема с наркотиками, и это весь народ у нас знает. Огромная проблема. И ИКЦ как раз один из тех, который должен бороться и с международными поставками и со всеми этими делами. Мне такое чувство, что кому-то очень не хочется, чтобы эти 20 человек попали в Абхазию. Я еще раз хочу спросить, нам с организованной преступностью надо бороться или не надо бороться? У нас огромная проблема, мы говорим, что этот договор грозит нашему суверенитету. Я скажу, что грозит нашему суверенитету. Нашему суверенитету грозит то, что у нас метадон скоро на полках как хлеб продаваться будет. Вот это грозит. Нашему суверенитету грозит то, что наркотики попадают сюда через границу, они же не с неба валятся. Наша проблема заключается в том, что те люди, которые их поставляют, эти преступные группировки, находятся не всегда на нашей территории. А чтобы эту цепочку выявить, нужен именно ИКЦ. Это информационное поле, это сбор информации. По мнению депутата Народного собрания Астамура Логуа, ни один из пунктов соглашения не противоречит Конституции и законам Абхазии. Соглашение является международным документом, и поправки в него не могут вноситься без согласия абхазских законодателей. Буквально вчера мы до поздней ночи проводили консультации с юристами, как парламента, так и юристами извне, и обсуждали те статьи, которые нам кажутся немножечко, может, не то что опасными, а может, где-то мы их недопонимали. Я считаю, что самой главной той статьей была статья номер 11, в которой говорилось, что отдельными протоколами стороны могут, о чем-то дальше договариваться после подписания и ратификации данного соглашения. На что наши юристы, как парламента, так и юристы извне, ответили, что, в принципе, у нас есть закон о международных договорах, который гласит, в самом законе прямо и четко написано, все, что касается сферы безопасности, финансов, налогов и так далее, когда проходит какое-то соглашение, и если после подписания и ратификации данного соглашения стороны планируют расширить какие-то полномочия или добавить что-то в соглашение, все это должно проходить, опять же, ратификацию парламента Республики Абхазия. Таким образом, я, честно говоря, для себя не вижу никакой опасности в том, что даже если какие-то намерения у кого-то появятся, эти намерения должны быть оформлены, и они придут в парламент Республики Абхазия, где будет опять же ратифицироваться это. И думаю, что таким образом этот острый вопрос, он снимается.
По остальным, значит, вопросам, которые там были, мы тоже получили достаточно четкие, аргументированные ответы, и потому, честно говоря, там люди вписали, значит, в одном из пунктов написано об оперативно-розыскной деятельности, чтобы ее там не было. Но, друзья, ее вообще нет в соглашении, скажем так. По мнению законодателей, КЦ станет серьезным подспорьем в работе правоохранительных органов Абхазии. Подписание соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел состоялось сегодня в городе Сочи. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба считает, что информационно-координационный центр Абхазии и России не угрожает национальной безопасности Абхазии. Он также отметил, что документ должен будет пройти еще процедуру ратификации парламента. С 2010 года там очень много договоров и соглашений подписано, где мы напрямую уступили часть своих полномочий и функций. И об этом, кстати, некоторые, видимо, товарищи, которые компетентные или информированные, эти вопросы обсуждают. Вы туда, назад оглянитесь. Именно в этом документе нет ни одного пункта, который бы в какой-либо форме или даже намеком бы ущемлял бы наш суверенитет или бы где-то не давал бы приоритетным действиям нашего законодателя на нашей территории. Что бы ни происходило на сегодняшний день, все будет происходить только в рамках наших законов. У нас генеральный прокурор Республики Абхазия, который обязан следить за законностью действий тех или иных органов или тех или иных структур. И это будет делать, так как это будет происходить на территории Республики Абхазия, наш генеральный прокурор. На сегодняшний день, если мы эти действия, которые предусмотрены ранее подписанным договором, не будем осуществлять, эти же лица будут обвинять главу государства в том, что он не смог выстроить взаимоотношения с руководством, политическим руководством нашего партнера, да даже, скажем так, принципиального единственного партнера. И второе, коль наши депутаты, которые на сегодняшний день обратились к главе государства, так серьезно переживают за наш суверенитет, на сегодняшний день главой государства принято решение о подписании данного варианта соглашения, и уполномоченным органом является Министерство внутренних дел Республики Абхазия, и подпись под данным соглашением будет ставить министр внутренних дел Республики Абхазия Кабахи Аслан Алексеевич. Коль наши депутаты, я еще раз повторяю, или группа депутатов, которые так серьезно беспокоятся, у них есть свой шанс. Почему? Потому что данное соглашение, оно требует ратификации, как и был ратифицирован договор о стратегическом партнерстве. Данное соглашение или любое изменение, даже запятая, которое будет вноситься туда в последующем, за что они свое беспокойство там где-то в этом документе отражают, то это будет проходить именно в стенах парламента. Вот там они свою принципиальность и ответственность перед нашим партнером, вот там пусть проявят. И ответственность перед собственным народом. Соглашение ПКЦ МВД России и Абхазии абсолютно соответствует национальным интересам Абхазии, сообщил министр внутренних дел республики Аслан Кубахи на пресс-конференции. Он отметил, что один из главных пунктов соглашения – борьба с организованной преступностью, предусматривает противодействие наркотрафику. Самое главное, и мы это принципиально ставим на первое место, это борьба с наркомафией. Вы прекрасно видите, в каком состоянии у нас оборот наркотиков. Вы видите, мы информируем вас постоянно о наших каких-то успехах в этом направлении. Я могу сказать, за последнее время мы как-то давали 28 человек, которые завозили и распространяли наркотики, нами арестованы. И поймите правильно, как бы мы ни старались, какие силы нами не были брошены, не только Министерство внутренних дел и службы государственной безопасности, но без помощи наших российских партнеров мы просто не смогли, по большому счету, сдвинуться с места.
Расширенную версию пресс-конференции министра внутренних дел Абхазии Аслана Кубахия смотрите в нашем вечернем выпуске. Президент Рауль Хаджимба провел рабочее совещание, посвященное началу деятельности службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия. Глава государства поручил государственным ведомствам в тесном взаимодействии со службой судебных исполнителей разработать план совместных мероприятий для обеспечения эффективного начала работы данной структуры в составе Министерства юстиции. Среди ведомств, перед которыми была поставлена задача, президент назвал Государственную таможенную службу, Государственную миграционную службу, пограничные отряды СГБ, Верховный суд, Арбитражный суд и суды общей юрисдикции, Министерство внутренних дел, Службу государственной безопасности, Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба президента. Сотрудниками милиции задержан Геннадий Блабба, приговоренный в 2007 году к 15 годам лишения свободы за убийство 2 российских миротворцев. Преступник сбежал из-под стражи в феврале 2014 года и с тех пор находился в розыске. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Абхазии Аслан Кубахия. Нашими оперативниками в селе Дурипш был задержан особо опасный преступник по фамилии Блаб, который в 2012 году вывели со здания тюрьмы, повезли к себе в Гудауту домой и выпустили. В 90-е годы, когда в Гудаутском районе нападение на миротворцев, несколько человек было убито. Вот он один из тех, кто принимал участие в этом вооруженном разбое, где погибли несколько миротворцев наших. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кови встретился с сопредседателями Женевских дискуссий АТС, ООН и ОБСЕ. Проведение 40-го раунда международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 20 и 21 июня 2017 года. На встрече присутствовали и наши журналисты. Проведение 40-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на середину июня текущего года. На встрече обсудили ряд вопросов, которые будут стоять на повестке в рамках очередного раунда. К большому сожалению, мне приходится отмечать то, что все ваши усилия, опять-таки, периодически сводятся на нет грузинской стороной по причине отказа делать даже совместное заявление о неприменении силы. Но, как известно, вы очень активно работаете в этом направлении. И я надеюсь, что ваши усилия, они будут увенчаны успехом, и стороны смогут принять совместное заявление о неприменении силы. Сопредседатель Женевских дискуссий от Евросоюза Герберт Зальберг поблагодарил Даура Ковы за возможность лично ознакомиться с ситуацией на КПП «Ингур», куда накануне состоялась совместная поездка. Как вы правильно сказали, мы видели те закрытые пункты пересечения. Мы тоже видели школы, у нас были возможности для разговора. Это было очень полезно. Лучше не только говорить об этом, но тоже видеть это. 40-й раунд на самом деле, мы надеемся, будет давать нам возможность сделать конкретный шаг вперед. Может быть, именно по той теме, о которой вы говорили, вопрос неприменения силы, вопрос заявления, одобрения текста. Посмотрим, пока не ясно, будет ли это возможно или нет. Но мы, как сопредседатели, попытаемся давать всякое содействие по этому вопросу. Сопредседатель Женевских дискуссий от ООН Анти Турунен и сопредседатель Женевских дискуссий от ОБСЕ Гюнтер Бехлер подчеркнули, что для них было важно лично увидеть обстановку на КПП «Ингур» и убедиться в свободном передвижении жителей Гальского района. Я хотел тоже выразить свою благодарность за организацию визита в Нижнюю зону Галь. И для меня, как председателя Гальского НПРИ, было также важно ознакомиться с ситуацией на местах и что касается свободы передвижения. И, конечно, очень важно, чтобы была возможность ознакомиться персонально с фактами на местах и чтобы продолжить потом дискуссию. Мы продолжим дискуссию по этим вопросам на следующей встрече НПРИ 31 мая. Безусловно, эти вопросы также возникнут и на встрече.
И мы, конечно, надеемся, что будет достигнут определенный прогресс по случаю, по делу от Хазория, и мы надеемся, что справедливость будет восторжествует. Я считаю, что мы действительно должны воспринимать переговоры в Женеве серьезно. В действительности переговоры позволяют претворять в жизнь стабильность на местах. И это поистине является той площадкой, где участники имеют возможность общаться непосредственно друг с другом и обмениваться мнениями и находить решения по насущным вопросам. И мы, как софасилитаторы данных дискуссий, приложим все усилия для того, чтобы следующий раунд принес определенные плоды, чтобы он стал конструктивным и чтобы во время его работы были найдены новые подходы, новые пути решения существующих вопросов. Буквально через месяц состоится юбилейный 40-й раунд женевских дискуссий. Рената Шакай, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Конфликт исчерпан. Администрация Сухума и руководство компании «Вина и воды Абхазии» перешли от взаимных обвинений к взаимопониманию. Наша съемочная группа пообщалась с главой столицы Адгуром Харази и представителями предприятий. Что стало яблоком раздора и как удалось прийти к согласию, смотрите специальный репортаж сразу после выпуска новостей. О работе системы АПРА и причинах больших очередей и отсутствия наличных денег в банкоматах Абхазскому телеканалу рассказал председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия. В связи с переходом на карточную систему населения у нас очень сильно увеличились транзакции по карточкам. По Абхазии, используя карты АПРА, обналичивается около 20 миллионов рублей в день. И это более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году. Я бы хотел обратить внимание на следующую цифру. За 4,5 месяца этого года, то есть по сегодняшний день, по 17 мая, через инфраструктуру АПРА, то есть через банкоматы и посттерминалы, выдано 2 миллиарда 687 миллионов рублей наличными. В сравнении с прошлым годом это в 2,2 раза больше. За соответствующий период прошлого года те же банкоматы и ПОСы выдали 1 208 миллионов. Для нас пенсия в объеме 300 миллионов, она очень большая, и мы не можем в один день выдать пенсию в 300 миллионов. Ведь это наличными, пенсионеры наши снимают пенсию наличными. Поэтому, как правило, 18 числа практически во всех банкоматах и кассах сберегательного банка стоят огромные очереди пенсионеров, которые хотят получить пенсию в тот же день, когда пенсия пришла. Обычно такие очереди заканчиваются за дня 2-3. Я хочу обратить внимание на то, что это будет всегда, потому что, еще раз повторюсь, 300 миллионов – это сумма, которую банк не может наличными выдать за один день. В Абхазии сегодня установлено коммерческими банками около 100 банкоматов. И если конкретный банкомат не работает, это не вопрос Национального банка, а это вопрос конкретного коммерческого банка. Ситуация, когда конкретный банкомат в конкретном месте в данный момент не работает, это не повод создавать панику и говорить о том, что в Абхазии нет денег, в банкоматах невозможно снять деньги. Банк организует инкассацию, и через какое-то время наличность подвезут и, соответственно, обналичат. Для этих целей я хотел бы еще раз напомнить, потому что немногие наши граждане знают, что в случае, если в данном конкретном банкомате отсутствуют деньги, всегда можно обратиться в центральный банкомат, который установлен у входа в коммерческий банк. Более того, можно зайти вовнутрь, в здание самого коммерческого банка, обратиться к кассиру, предоставив ему карточку банковскую, и кассир через посттерминал выдаст ту сумму, которую запрашивает тот или иной человек. Абхазскому государственному музею 17 мая исполнилось 100 лет. В честь этой даты президент Абхазии Рауль Хаджимба передал Госмузею подарки, сделанные ему известными политиками. Подробности у наших журналистов. В кабинете директора Государственного музея страны царила особая атмосфера. Здесь для журналистов разложили часть особо ценных предметов, полученных президентом страны от его зарубежных коллег и друзей. 17 мая
Абхазскому государственному музею исполнилось 100 лет. И в эту торжественную дату президент Республики Абхазия передал музею ценные предметы, имеющие высокую культурную ценность, подаренные ему ранее гостями и друзьями Абхазии. Теперь эти ценные предметы станут музейными экспонатами, и вещи, подаренные Раулю Хаджимба в качестве главы государства, станут доступны всем, в первую очередь, жителям и гостям нашей республики. Юбилейное издание «Дом Романовых. 400 лет» повествует о славной истории российского императорского дома. Его Рауль Хаджимба получил в дар от президента России Владимира Путина. А рядом с ним расположился подарок митрополита и всея Руси Кирилла «Россия державная». Коллекцию Государственного музея пополнила подставка для нот великого композитора Петра Чайковского. Всеобщее внимание привлек билет экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. В 2015 году его президенту Абхазии подарил посол Венесуэлы в России во время рабочего визита. Также музею были переданы различные статуэтки и тюбетейки зарубежных коллег главы государства. Теперь все эти ценные подарки пополнят богатую коллекцию Государственного музея страны. Директор Абхазского госмузея Аркадий Джопо выразил благодарность президенту за бесценные подарки. Я сейчас ход хузмам тщела музей зюхана и считал гонап хая алаша, а басипши ахамта хзайт уйнес хах музей фонд куана ацахрт хоче хмпади хто тупан кловет и того физики шахрот. В скором времени все посетители Госмузея смогут воочию увидеть все экспонаты. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. И сейчас информация о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 21-23 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.